Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Из Якутска, Астрахани и других городов приходят сообщения о том, что нет на улицах собак с бирками и без. То есть убивают, не дожидаясь изменения закона. То есть они уверены, что отстрелы, отравы, петли будут одобрены. Возможно, так и будет. Мы делаем, что можем, спасаем. Друзья, расходы впереди большие. Пушистика назвали счастливым именем Шерлок. Шерлоку нужны финкураторы, поэтому мы вынуждены все-таки показать, кто готовится в дорогу. Показываем Шерлока, чтобы успеть найти для него финкураторов. Наше финансовое положение настолько печально, что без помощи не обойтись. Пишите мне на WhatsApp, кто может помочь Шерлоку, этому замечательному мальчишке. Кто готов помогать Шерлоку до пристройства. Надеюсь, такой шикарный парень не задержится надолго на передержке. Ой, довольный. Ну, он такой пятерочный, можно в шестерку посадить. Но он просто лохматый, он не очень крупный. Ой. Ой, счастливый. Ой, счастливый. Ой, какой счастливый. Счастливый пес. Все, бирку сняли. Все, бирочку сняли. Господи. Хальда и Линда идут на поправку. Из клиники их забрали. Долечатся на передержке. Я прошу, друзья, вашей помощи для этих девчонок. Друзья, хочу рассказать вам об удивительной красавице-коротколапке из Кабардино-Балкарии. Я увидела о ней пост местного волонтера Елены. Елена просила помощи в спасении этой замечательной и явно бывшей домашней и, видимо, выкинутой собачки. По ней видно, что собака не уличная и не для стаи. Она держалась отдельно от других собак, всегда на одном месте, как будто ждала кого-то. Елена заметила ее, стала подкармливать и видела, как она радуется человеку, подает лапку, машет хвостом и с благодарностью принимает угощение. Однажды она пропала. Увидев ее с пеной во рту, Елена срочно вколола имеющиеся 2 шприца передоксина, и пока бегала за другими препаратами, собака исчезла. В клинику далеко, она бы не успела ее довести. Потом она ее долго искала, живую или мертвую, и все напрасно. Я хотела ее спасти, как узнала о ней, но позвонила поздно, Елене в тот день, когда она уже исчезла. Опоздала на день, подумала я.
Потом были переживания, безнадега, и только слабая доля надежды вдруг отлежится и выползет. И чудо случилось. Через несколько дней, ожившая, она снова появляется на этом же месте. Что с ней было и где отлеживалась, никто не знает. Но радости не было предела видеть ее живой. Елена мне сразу позвонила. Ее надо вывозить. Она назвала ее Хани. Она уже стала ее любимицей из всех тех, кого она подкармливает. Их там много, и живут они гонимые людьми и всегда в опасности. Друзья, хочу сказать вам, Ханечка очень похожа на Марика, которого недавно привезли мне из Нижневартовска и который уже обрел дом. Я надеюсь, и эта девочка не засидится у нас. И мне очень-очень нужна ваша финансовая помощь. Нужны финкураторы. А дорогу оплатит Елена. Так мы договорились. Друзья, давайте ее спасем. Очень прошу за эту девчушку. Не место ей на улице, не место быть бродячей. Коротколапка, 20 килограмм, с идеальным характером, которая дружит и с кошками, и с собаками. Программы регулирования численности безнадзорных животных, которые рождают столько споров и проблем, и которые у нас в стране решаются в основном посредством насилия, то есть убийства ни в чем не повинных живых существ, обладающих чувствами, может решаться только одним способом – стерилизацией животных. Владимир Владимирович, большое спасибо, что вы обратили внимание на тему животных. Помимо гуманной составляющей, хочу обратить внимание, что живое животное – это всегда целевое расходование средств. Мертвое животное – это всегда коррупция на теме. Запретите, пожалуйста, на уровне закона эвтаназию по всем регионам страны. Этот закон нужно было принимать еще много лет тому назад. Жесткий закон, по которому преступники, которые мучают, убивают животных, должны сидеть в тюрьме. Владимир Владимирович, от лица всех студентов нашей страны просим принять настоящий закон о защите прав животных. Закон, который защитит бездомных животных от эвтаназии. Закон, который полностью ликвидирует работу притравочных станций. Закон, который запретит вивисекцию в нашей стране. Закон, который запретит тесты на животных. Животные должны жить. Как ветеран войны против этого, чтобы убивали животных. Я такого войну прошла, не видела. Мы, современные ветеринарные врачи, уверены, что нужно бороться за жизнь животного, используя все шансы. Мы против эвтаназии. Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал буквально следующее, что бездомные животные всегда были, есть и будут в экологической нише наших городов. Традиционная зоозащита поддерживает полностью президента Владимира Владимировича Путина. Животные должны жить. Нашему народу чувство жестокости чуждо, поэтому нужен закон, запрещающий издеваться над животными и тем более убивать их. Мы бурановские бабушки, мы за доброту и гуманность, мы за закон Владимира Владимировича Путина, мы против эвтаназии животных. Настоящий мужчина должен защищать слабых. Бездомные животные наши друзья, и поэтому мы хотим, чтобы они были счастливы. И они тоже имеют право на жизнь. Мы просим принять гуманный закон о защите животных. Задумайтесь над этим, ведь это серьезно. Владимир Владимирович, мы Якутск, мы умоляем вас, у нас ад. Примите закон против убийства животных. Невозможно жить и понимать, что наших братьев меньших чудовищно уничтожают каждый день.